Коми-научный центр в преддверии образования Федерального исследовательского центра. На сегодня почти все официальные процедуры закончены. Уже в ближайшее время институты, как юридические лица, прекратят свое существование, однако продолжат свою работу с таким же названием подразделений, но уже в единой научной организации. По словам руководства учреждения, реорганизация дает более оптимальные условия, чтобы институты могли более тесно проводить междисциплинарные исследования. Причем эти исследования должны отвечать развитию региона, арктических и субарктических территорий. Тут речь в том числе о сохранении моногородов, таких как Воркута и Инта. Сегодня Институт геологии, например, чтобы решить проблему угледобычи, развивает научные основы углехимии. Вторая задача, над которой работает КНЦ, не менее важная. С потеплением климата могут возникать на протяжении Северного морского пути незамерзающие порты, новые порты. И вот об основании некоторых портов много занимались экономисты и в прежние годы. Сейчас это зазвучало с огромной актуальностью, поскольку весь мир сейчас оживление торговли с восточными странами. Северный морской путь связывает теперь уже, смотрите, и с Кореей, и с Китаем. Это выход на восточные международные рынки. И поэтому не только порты, но ведь порты не могут быть точечно расположены. Нужны транспортно-логистические коридоры, которые свяжут не только республики, это было тоже мелковато. Нужно, чтобы транзитом вот эти коридоры соединяли и выходили в центральные развитые регионы России. Сейчас особенно актуально строительство железных дорог к этим портам. Как отметил Владимир Володин, речь идет о так называемых 3 Камурах – Белкамур, Баренц-Камур и Карст-Камур. Концептуальное обоснование уже есть, требуется детальная проработка. Для этого нужны средства для экспедиционных выездов ученых.